25 октября средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,04 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляют: $1 США от 10,2155 до 10,10 сомони, 1 евро от 10,0459 до 10 сомони, 1 российский рубль от 0,1630 до 0,1650 сомони. Мировые цены на нефть коррекционно растут во вторник утром, прибавляя 0,3% после снижения накануне. Об этом свидетельствуют данные торгов. Цена на нефть марки Brent составила $91.52 за баррель, марки ВТИ $84.80 за баррель. Цена на золото во вторник утром не демонстрирует определенной динамики, пока рынки пребывают в ожидании следующих действий от Федрезерва США и составляет $1654.55 за тройскую унцию. Существенное улучшение энергоснабжения страны в осенне-зимний период наступит после полной модернизации Нурекской ГЭС. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон 24 октября на встрече с жителями города Нурек, где он запустил первый агрегат одноименной ГЭС после модернизации. По его словам, агрегат номер 1 полностью отремонтирован и последние 3 месяца находился в экспериментальной эксплуатации. Президент подчеркнул, что данный агрегат мощностью 300 мегаватт был сдан в эксплуатацию в ноябре 1972 года, а после модернизации его мощность была увеличена до 375 мегаватт. Он отметил, что реализация проекта по реабилитации Нурекской ГЭС, которая вчера исполнилось 50 лет, началась в марте 2019 года. Модернизация станции планируется полностью завершить в течение 10 лет. По словам президента, проект включает в себя 2 этапа. Президент отметил, что в Таджикистане действует лимит на потребление электроэнергии, в связи с чем призвал каждого потребителя к бережному отношению к электроэнергии. 24 октября в Большом зале отеля Hyatt Regency в Душанбе состоялось мероприятие по запуску новой образовательной программы по управлению экспортом для предпринимателей. Учебная программа осуществляется в рамках проекта RAID 4 Trade Central Asia, который реализуется Международным торговым центром и финансируется Европейским Союзом. Он направлен на устойчивое и инклюзивное экономическое развитие центральноазиатских стран за счет стимулирования внутрирегиональной и международной торговли. Главными целями проекта заявлены устранение основных нормативных и процедурных барьеров, повышение бизнес-возможностей для соответствия трансграничными требованиям, улучшение трансграничной электронной коммерции, содействие участию предприятий, возглавляемых женщинами в международной торговле. Дочерняя структура ОАО банка Исхата, компания Исхата Лизинг, подписала первое кредитное соглашение с международным инвестиционным партнером Blue Arahart на получение кредита в размере 1,5 миллиарда евро сроком на 2 года. Полученные средства пойдут на увеличение лизингового портфеля. Клиенты компании смогут приобрести в лизинг грузовые автомобили, спецтехнику и строительную технику. Церемония подписания соглашения прошла в рамках национальной конференции «Финансовая инклюзивность. Глобальные тенденции, возможности, лучшие практики», организованной 20-21 октября в гостинице Hyatt Regency Душанбе. Банк Исхата выступил спонсором этой конференции. Инициатором и организатором бизнес-ивента выступила Ассоциация микрофинансовых организаций Таджикистана. Конференция собрала около 300 участников, в числе которых представители правительства и парламента страны, мэрии Душанбе, Нацбанк и других банков, международных финансовых организаций, бизнес-ассоциаций, доноры и партнеры, консультанты и СМИ. А в 2022 году российские автопредприятия начали покупать у предприятия УЗАвто-Сануат некоторые автокомпоненты. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Российской Федерации Денис Мантуров, передает пресс-служба министерства. «Мы заинтересованы в том, чтобы узбекские производители автокомпонентов приходили на наш рынок. Сейчас для этого благоприятная конъюнктура», заявил Мантуров на заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном, которое прошло в Ташкенте 23 октября.
Вице-премьер Российской Федерации отметила, что партнерские связи двух стран в таких беспрецедентных условиях, как сейчас, становятся только прочнее. Они охватывают самые разные сферы, от промышленности, сельского хозяйства и энергетики до вопросов образования, культуры и спорта. С учетом того, что мы находимся в октябре, а по статистике результат январь-сентябрь – это 5,3 миллиарда долларов торговый оборот между нашими странами. Очевидно, что это будет уже выше, чем в прошлом году, потому что рост составил уже 37%, цитирует Мантурова «Коммерсант». По прогнозам, к концу года товарооборот вырастет до 8,5 миллиардов долларов.